построились. Это физкультура. Первый выпуск 5 с плюсом вышел в новостях Физкульт Якутск в мае месяце этого года. Мы смотрели с вами школу номер 5. Во втором выпуске 5 с плюсом я захотел просто как обычный пользователь интернета зайти и посмотреть, что сегодня я могу увидеть и как используются компьютерные технологии для демонстрации того, чем занимается, чем живет наша школа в городе. Открываем YouTube и... Итак, Спортландия. Методистское объединение школы номер 23 во главе с Заусаевой Розой Николаевной создало вот такой канал. Спортландия, школа 23, город Якутск. Для этого просто набираем в YouTube Спортландия, школа 23 и заходим на этот канал. Здесь мы видим два основных раздела. Мы за здоровый образ жизни. Красив, силен в бою, в строю. Наши школьники-патриоты России, юные армейцы. В общем, я думаю, в этом канале все, что есть для начинающих, очень хорошо. Здесь традиционно мы смотрим видео. Вот, последнее видео выложено 1 день назад. Открываем, смотрим. Ну что, здравствуйте, 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 ГТО 5 класс. Отлично. Вот это самое интересное и самое главное. Это то, что школьники вот так могут спокойно зайти вместе с учителями, вместе с родителями, посмотреть все ролики о жизни школы. Это хорошо, это интересно. Итак, смотрим, что имеет еще этот канал. Канал этот имеем описание канала. Это творческий проект нового учителя физической культуры ОБЖ МАО СОЖ номер 23 города Якутска. Идет аннотация, написана на 3 языках: английский, китайский и русский. А вот почему не китайский? Да потому что в этой школе есть лингвистический класс, который изучает китайский и английский языки. И как мы видим, у нас здесь на канале школьном есть выход на канал этого лингвистического класса. Что сказать? Молодцы учителя 23-й школы. Лучше действительно 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну что ж, 5 с плюсом. Молодцы, 23-я школа. Молодцы. Идем дальше. А вот и канал Физкульт Якутск. Канал Физкульт Якутск освещает новости. Ага, Физкульт Якутск. Информационно-познавательный видеоканал для школьников и их родителей. Диссеминационная площадка для креативных учителей физической культуры. Авторы-редакторы на английском, соответственно, языке. На русском и английском. Ну что, посмотрим, что мы можем увидеть здесь. Итак, Физкульт новости. Ага, это все последние мероприятия, которые проходят, постепенно, видимо, популярность увеличивается, если за неделю 386 просмотров без всяких накрут. Что характерно еще для этого канала, да, этот канал освещает всю работу, которую желающие учителя, конечно, фотографируют, снимают, хотят поделиться со своими коллегами, хотят показать детям, которые участвуют. Ведь для ребенка особенно важно, если он себя видит, оценивает, ему нужно обязательно, конечно, как-то утвердиться психологически, морально. Поэтому, конечно, если соревнования городские, лучше, мы смотрим фрагменты уроков по физической культуре, методическая копилка учителя, выкладывают они здесь свои презентации, свои наработки, диссеминационная площадка для учителей курсов ИРО ПК имени Донского республиканской. Об этом можно сказать отдельно, это по инициативе Заусаевой Розы Николаевны. Скажем так, учителя, которые проходят у нас фундаментальные курсы при ИРО и ПК имени Донского Республики Саха, значит, у них с этого года, с того уже 2 года подряд курсанты учатся использовать IT-технологии именно для создания вот такой презентационной биеннале площадочки, на которой они могут показать, как они работают. Но это очень хорошо. Например,
Это 33-я школа города Якутска, учитель. Петр Сячинов делится своими наработками, как разрабатывать, как развивать какие-то качества, методические приемы и так далее. Ну что, это желающие, если хотите, можете, конечно, посмотреть. Здесь мы можем посмотреть, например, ребят Сулусов. Вот, например, Дарья Сосина. Обратите внимание, это Северное Многоборье в честь кавалера ордена Иванова. А это уже, ребята, так как работают в улицах республики. В улицах республики мы же не знаем, мы же не можем иногда в силу большого расстояния добраться, как посмотреть, как работают другие учителя. Просто нехватка, чисто нехватка времени. Поэтому вот могут люди спокойно заходить, размещать свою информацию, и на всю республику будешь известен. Профильные классы. Ну, история профильных классов имеет большой у нас, в общем-то, срок в городе. Ну, вот все, что создано по профилям, здесь, в принципе, отражено. Мероприятия военно-патриотической подготовки, все, например, вот в школе номер 2 нашего города открыта, например, площадка, открытие полосы препятствий, естественно, значит, память, во-первых, о Феликсе, вот, во-вторых, поморцы, и имеет значение популяризации, вероятно, военно-патриотического воспитания. Это различные соревнования, вот, например, по масс-рейсингу соревнования, вот такая новостная строка. Жизнь школьников, она многообразна и для обывателя порой недоступна, поэтому интернет нужно использовать для демонстрации, для показа всего, что мы знаем, что мы умеем. Поэтому заходите, смотрите, радуйтесь, особенно если у вас есть знакомые. И еще один канал, это клуб СКАТ, школа 26, город Якутск. Ну, это, в общем-то, мой канал, скажем так, он, в общем-то, открыт давно. Вот давайте посмотрим, да, тоже на 3 языках, дата регистрации 26 октября 2011 года. Ну, что мы видим на этом канале? На этом канале мы видим все новое, это недавние действия, да? Так, ну здесь мы рассказываем о скатовцах, что, как, если мы нажмем вот на эту стрелочку, открывается полный набор публикаций, популярные видео, хроника клуба по годам идет, это сколько год существует, какие проекты отрабатываются, то, соответственно, это все и отражается. Ну и те ребята, которые учились, конечно, могут зайти, посмотреть, например, 2002-2007, как ходили, куда ходили, как, что было. Это, наверное, им интересно. Они уже большие и, наверное, скоро уже приведут сами детей своих в школу. Я думаю, это нормально, потому что у нас по-другому быть не должно. Школа стоит на современных позициях сегодня. В общем, кому интересно, заходите, смотрите и находите что-то нужное. Итак, что мы видим? Мы видим канал клуба, да? Давайте сразу так определимся, что если кто-то из учителей и педагогов создает канал, мы сразу смотрим, насколько он правильно или неправильно, как хотите, конечно, это дело личное, но тем не менее, насколько он расширен по информационному блоку. Ну вот, например, да, по секрету всему свету. Ну, давайте зайдем, посмотрим, что тут. Соревнования, летающий мяч, да? Ну что ж, все понятно. Так, все ясно. Ага, смотрим дальше. Здесь что у нас мы видим? Мы видим здесь, вероятно, это поход. Да, действительно, это поход. Кому это интересно, кто хочет что-то посмотреть. Это 26-я школа, это учитель физической культуры Нина Алексеевна Факанова. Это ее видеоблог получается. Значит, что мы здесь видим? Мы видим, что здесь идет лето, отдых и будни робинзончиков. Будни робинзончиков, как они занимаются, вероятно, это в зале спортивном. И как они, в общем-то, понятно, тут еще ходят в походы. Интересно. Итак, смотрим, да. Итак, аннотация есть.
Робинзон, физкультурно-оздоровительный клуб школы 26 города Якутска. Ну вот, кому интересно, я думаю, стоит обязательно зайти, посмотреть. Человек творческий, работает. Ну и, конечно, нельзя не сказать, что, конечно, школа, это большая-большая страна, детская страна. И вот очень отрадно, что, например, НПСОЖ-2 города Якутска имеет вот такой большой канал, в котором отражается вся работа школы. Если здесь посмотреть, то у них буквально все. Все видео популярные, работа, все плейлисты, школа, значит, НОКС, и благотворительные, и лагерь «Спутник», и другие каналы нашей школы. То есть это практически работа ведется, работа расширяется в этой школе. Ну, если говорить чисто, например, о физкультурниках, то, конечно, они молодцы, участвуют. И вся, видимо, так задумано, что вся работа школы тут все вместе. То есть никто не выделяет тут каких-то отдельных каналов, а вот так вот все полностью рассказывается о школе. Ну что ж, это очень хорошо, потому что это сразу дает определенную презентабельность, если хотите, лицо школы. Ведь не родители, они работают. Не всегда они могут прийти в школу, знать, чем она живет, в будни и так далее. Поэтому это только приветствуется. Ну что, молодцы, 5 с плюсом.